Assalamu alaikum. Туугандар, бүгүн жөнөкөй тубунун кезектеги көрсөтүлүшү. Бүгүн көрсөтүлүш эмнеси менен айырмаланат? Бүгүн эң жакшы кабар жана эң жакшы маектешүү болот деп ойлойм. Анткени Москвада биринчи жолу, деги Россия боюнча биринчи жолу биздин коногубуз Даниэль. Ярославльда, Сочиде, Москвада футбол клубтарында ойноп, өзүнүн кыргыздардын атынан, кыргыздардын атагын чыгарган өзүнүн жетишкендиктери бар экен, ошол жөнүндө өзү айтып берет деген ойдомун. Москвада өсүп чоңоюп калгандыктан бүгүнкү интервьюбуз орусча болот. Ошондуктан баарына эле орусча түшүнөт деп ойлойм. Даниэльге да жеңил болсун, биз да орусча сүйлөйлү. Добрый вечер, Даниэль. Здравствуйте. У нас такой вопрос. Как ты вообще, откуда все началось? Интерес к футболу первый, и почему в Россию приехал, и как это все здесь сейчас в данное время развивается? Началось все с того, что я дома начал пинать мяч. Уже с ранних лет начал ломать посуду, так сказать, мячами бить по стенкам. Родители собрались и отправили меня в Алгу, футбольный клуб Алга. Такой существует здание вроде бы, да? Ага. Вот. И тогда брали с 8 лет футбол, но мне было тогда 5 лет. Меня не хотели брать, но получилось так, что взяли все-таки. Ты уже с 5 лет играл в футбол? Да, среди взрослых. Вот с этого, собственно, все началось. И сюда мы приехали, что... Алга сколько тренировался? В Алге? Года 3, наверное. Потом перешел в Дордой вместе с тренером. Там тоже потренировался. Потом в Абдышату перешел. И там тоже года 2, наверное, потренировался. То есть всех знаменитых клубов в Кыргызстане ты потренировался. Да. И вот по твоему мнению, какой из них клуб такой более перспективный для Кыргызстана, скажем так, твое мнение? Тут сложно сказать. Но они все более уже начинают развиваться. Даже не знаю. Почему ты перешел на именно российский клуб или перспективу не видел в кыргызских клубах? Конечно, в Кыргызстане там не совсем развивается футбол, так как в России. Да, согласен. Но в Россию приехал, потому что язык, если бы за рубеж, например, в Европу, в Англию, был бы языковой барьер, но здесь было бы поудобнее. Ты сам приехал сюда играть в футбол или в клуб, или ты отсюда вызвали? По идее, сам проявил инициативу. Приехал в Ярославль, начинал в Шиннике. Да. Продолжил в Юж-13. Там с этой командой мы съездили в Сочи, в Дагомыс. На Кубок Кубани заняли первое место. Первое место чего? Каких? Сколько там клубов было? Или юношеский, либо областной какой-то там мероприятие? Две группы по 5 команд было. 10 команд. Да. И отбирались потом в плей-офф и выходили в финал. И выиграли первое место. То есть чемпион России, можно сказать, или... Нет, там Кубок Кубани. Кубок Кубани. Вот. Потом переехали в Москву. Вот. Здесь я играю сейчас в ФШМ. Вот расшифровать просто ФШМ. Футбольная школа молодежи. Школа молодежи. И вот мы в этом сезоне выиграли первое место. И в конце года буду вручать золотые. Первое место чего вы выиграли? Молодежь по всей России, да? Нет, только Москва, первенство Москва. Первенство Москва. А в Москве сколько команд вообще существует? В этой команд много существует, в этой группе 14 команд. 14 команд, из 14 первое место. А если не секрет, ты в поле какой игрок там? Нападаешь? Позиция какой? Позиция. Начинал в атаке нападающим, крайним. Потом, в связи с тем, что не хватало защитников, меня перевели крайним защитником. Вот, я доиграл оставшийся сезон защитником и забил 9 голов всего.
2 голевые отдал. 2 головы, 9 голов. 9 голов. А, В данное время ты сейчас тренируешься в Москве, да? Да. Вот ФШМ, как ты говорил, да? И те там по контракту, если я не ошибаюсь, да? То есть Нет, полностью содерживают российские сторона, правильно? Не совсем. Туда просто ходим тренироваться. Туда ходите просто тренироваться. Да. А вы учитесь вы? Учусь я в школу номер 2072. Мгм. Тоже недалеко от того места, где я живу. Мгм. Вот отдельно от спорта. Понятно. То есть тренируешься, то есть получается тренировки у тебя все бесплатно, да? Да. За то, что ты играешь в этом клубе, да? А все остальное содерживают тебя родители. Да. Учеба, жилье, питание, все такое, да? А вот как ты переходил с клуба в клуб, там, с Ярославля, с Сочи, там, в Москву, как ты с учебой, как ты решаешь эти вопросы? Ну, с учебой все у меня легко вроде получается. Быстро втянулся в Москве. Подготовился к экзаменам как раз у меня в этом году. Ну, в том году были экзамены ЕГЭ. Все сдал хорошо. Русский на 5, математику, география, обществознание на 4. Какой у нас молодец, да? Вот, а в Кыргызстан ты собираешься как бы поехать или продолжишь вот, после учебы карьеру здесь, да, в Москве? Думаю, да, продолжу здесь. А Европу или куда-нибудь другой клуб там резюме отправить там, либо что вы отправляете, прежде чем что-то делать? Наверное, просто надо съездить, показать себя, да. А так пока нет в планах ехать в Европу. Пока только в России, да? Да. Если честно, в России там сейчас в данное время там футбол хорошо развивается, хорошо вкладывается со стороны государства, да, но они почему-то не выигрывают там ни клубные, ни лигу, там, ни чемпионат, ни олимпийскую. Там. Как ты на это смотришь? Есть ли будущее футбола именно в Москве, там, скажем, в России? Я думаю, да, будущее футбола может быть в России, если будут акцентировать внимание на молодежи, они большинство там играют в сборной, и футболисты уже им за 28, за 30, но это уже не спортивный возраст. Думаю, что надо побольше давать дорогу молодежи, чтобы развивался с этой стороны. Вот ты именно с 5 лет начал, да? Футбол. Когда вы переезжаете там с клуба в клуб, там, в России, бывает ли со стороны, вот, не знаю, тренера или знакомых тренеров, что видеть твой потенциал, да, и поддержать финансово или подобие такого, были ли в случае твоих, скажем так, наши соотечественники, Нет, не было такого. только все за счет средств родителей, да? Да. И, соответственно, за счет твоего таланта. Понятно. А вот как попало, что ты вот именно в Ярославль попал в клуб? Как получилось так? Так получилось, что мамины родственники там проживали, как бы было легче освоиться там. В Ярославле, да? Да. И как тебя в клуб приняли? Просто, вот, например, я не представляю, да, вот, я люблю, грубо говоря, футбол, я молодой. И как показать себе, что играть в этом клубе? Например, на работу устраиваешься, резюме отправляешь, в школу переезжаешь в другую школу, ты оценки показываешь, да, там, вот я хорошо учился. А вот именно в спорте как это делается? Для начала надо зайти на сайт клуба, взять контактные номера, позвонить тренеру там, либо клиенту, сказать, что вот я такой-то, можно приехать на просмотр. Они тебе дают добро, ты приезжаешь, ты говоришь, я вот прям звонил, они говорят, ну переодевайся и на тренировку, и там они тебя смотрят около недели, может быть, больше. Если ты им понравился, то они оставляют тебя, регистрируют в клубе как-то. И все. Если вот я не ошибаюсь, да, вот ты сейчас бесплатно тренируешься там в этой команде. Есть, которые просто вот в Москве проживают, детей
отдали футбольный клуб и оплачивает за это. Есть же такие, да, если я не ошибаюсь? Не знаю, с таким не сталкивался. Да? Вот я знаю, вот дети входят в футбольный клуб, ну, не скажу там, 16 лет, да, которые 7, там, 7 лет, 8 лет они входят в футбол, ну, они оплачивают за это. Ну, чтобы дети ходили спортом занимались. Это, наверное, какие-то непрофессиональные клубы. И там просто думаешь, обучают, да, к этому? Да. А в профессиональных клубах, то есть отбирает человека, и этот человек тренируется за счет того, что есть у него талант, потенциал. Да? У тебя вот, самый хороший возраст для футбола, это, то есть я не ошибаюсь, 20, 25, там, до 30, да? Вот именно играть в таких масштабных клубах. Но если физически будет здоровье после 30, то, конечно, можно. Я так не думаю, что можно прям до 40 там играть. Это уже слишком. Это уже слишком, да, по-твоему? Понятно. Ну да, я хотел бы поблагодарить те клубы из Кыргызстана, в которых я воспитывался. Именно из-за них я как бы продолжил свой путь в футболе, не разочаровался в нем. Это Дурдой, Хылга, Дышата. Они развили мои способности, навыки. Я хотел бы их поблагодарить и тренеров тех же, и одноклубников, которые вместе со мной бегали, тренировались. Вот я на самом деле, да, вот, как выходец там с Кыргызстана, я горжусь, да, что как такие ребята, спортивные ребята, чтобы будет наш флаг поднимать по всему миру, да, надеюсь, и верю. Если вот сравнительно себя посмотреть со стороны других одноклубников, которые в твоем возрасте, которые играют, твой рейтинг, скажем так, кто-то там, тренер выбирает того, и вот попасть, скажем так, в сборную России, какого шанса? Ну, думаю, что шансы есть у всех попасть. Для этого нужно трудиться, показать тренеру, что ты достоин этого. Не знаю, это чисто взгляды тренеров должны быть на это. А вот ты сам как ты думаешь, ты уже готов к этому? Ну, думаю, что да, на 90% готов. Мына ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз аяктады. Даниэлге чоң рахмат. Даниэлден бир акыл сурайбыз, же бир спортко катышкандар, спортко кызыккандар, Москвада эмес, Кыргызстанда болсоңуздар дагы буюрса, ушул чыгарылышыбыздын астында комментарийде болот. Даниэлге окшогон жигиттерибиз өркүндөй берсин, өзө берсин. Ушундай жигиттерибиз Кыргызстанды, Кыргызстандын гимнин, Кыргызстандын желегин бийик көтөрөт деген ойдобуз. Сизге ийгилик. Ушуну менен кош болуңуздар.